Цель не обогнать всех, а доказать в первую очередь себе, что когда бежит вся страна, то по плечу любая дистанция. На старте 1000 участников. Душевный подъем, когда такое огромное количество народа участвует, чувствуешь себя причастным к чему-то большому. Чувствую хорошее настроение, готов принять активное участие и победить. Я не готовилась специально к этому забегу, потому что у нас в университете мы активно занимаемся спортом. Это обязательно. Сам забег я считаю отличным событием, ведь это очень полезно для здоровья. И только здесь становится ясно, как много тех, кто приехал, чтобы побегать сюда специально в Казань. Здесь Волгоград, здесь Саратов и даже Бразилия. Бег как сила, которая объединяет не только города, но и даже страны. Все на бег, все на старт. Алга! Для тех, кому важны результаты, есть специальные технологии. Благодаря умным счетчикам каждый видит, с каким он прибежал временем. Чтобы участники смогли даже в массовом финише показать именно свое личное время. Для этого использованы электронные чипы, это RFID-метки. В конверте с собой носит или куда этот чип? Так это же стартовый номер. Вы его надеваете, вы его так крепите на булавочке, поверх одежды. Что чувствуете? Очень тяжело стало. Самая короткая дистанция — километр, самая длинная — больше 20. В Казани одновременно объединился и кросс нации, и традиционный казанский полумарафон. Мы видим каждый год, что больше и больше людей приходят на старты, причем разных поколений, соответственно, приходят с семьями, с друзьями. И я всегда говорю, классно провести уикенд не где-то там, а именно в компании друзей, так по-спортивному, по-здоровому. Победители на финише! Так по-спортивному и по-здоровому первым на финиш прибежал Айрат Хайруллин, министр цифрового развития республики. Второе место за министром спорта. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.